Одна из самых опасных ситуаций на дороге зимой. На пешеходном переходе родитель катит ребенка на ватрушке, санках или снегокате. Если в это время здесь появится автомобиль, успеет ли он затормозить? Зимой на улицах быстро темнеет, ухудшается видимость, появляется гололед. Прибавим сюда опасное вождение, возможность заноса, и мы получим реальную угрозу безопасности ребенка. Одна из самых опасных ситуаций на дорогах зимой, когда на пешеходном переходе родитель перевозит ребенка на ватрушках или санках. Если в это время на дороге будет автомобиль, родитель не успеет вытащить ребенка из-под колес, а тот получит серьезные травмы или может погибнуть. Как правильно переходить дорогу с ребенком зимой? Запрещено вести его на санках, тюбинге или снегокате. Родитель должен за руку перенести или перевести ребенка через дорогу, а санки взять с собой. Переходите через проезжую часть, когда машина уже полностью остановилась. Идите спокойно, не бегите. Можно переходить проезжую часть, не высаживая ребенка из санок, но они должны быть оборудованы ручкой, чтобы толкать их перед собой. Как правильно вести ребенка по двору? Помните, что санки с ребенком находятся ниже уровня бампера автомобиля. Родитель может вести за собой санки на веревке и считать, что находится в полной безопасности. Водитель же припаркованной машины, не видя санки, может начать движение и сбить их. Как защитить ребенка зимой? Используйте светоотражающие элементы на одежде. Фликеры можно закрепить на металлических частях санок или коляски. Родители, в ваших силах защитить своих детей от опасности, учить их придерживаться правилам дорожного движения, чтобы обезопасить собственную жизнь. Будьте внимательны, не забывайте, что автомобилями управляют такие же люди, как и вы. И помните, что мелочей в вопросах безопасности не бывает.